Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. 21 июня Россия отметит День медицинского работника. Праздник людей, которым мы доверяем самое ценное – свою жизнь и свое здоровье. За каждым диагнозом, каждой операцией, каждым выздоровлением стоит профессионализм, ответственность и огромный ежедневный труд тысяч специалистов. За последние годы здравоохранение Якутии заметно изменилось. Этому способствовали национальные проекты, инициированные президентом нашей страны Владимиром Путиным, а также цели и задачи указа главы республики, посвященные стратегическим направлениям укрепления общественного здоровья и развитию системы здравоохранения. В республике строятся новые медицинские объекты, обновляется оборудование, внедряются современные технологии диагностики и лечения, развивается высокотехнологичная медицинская помощь. Но самое главное, меняется сама система, становясь более доступной и ориентированной на пациента. О том, чем сегодня живет якутское здравоохранение, какие задачи стоят перед медицинским сообществом и каким специалисты видят будущее медицины в нашей республике, поговорим с гостями в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот как я уже начала с того, что День медицинского работника, да, вся Якутия отмечает ИСЭХ, а вся Россия еще и День медицинского работника. Хороший повод подвести итоги. Если вот сравнить здравоохранение Якутии сегодня и 10 лет назад, что больше всего изменилось, на ваш взгляд? Ну, наверное, начну, с позволения, да. Еще раз добрый вечер, коллеги, Ирина. Здравоохранение республики, оно полностью перешло, во-первых, на цифровые рельсы. Потому что если, допустим, лет 10-15 тому назад человеку надо было для получения медицинской помощи записываться, иногда порой даже бумажным талоном, то сейчас все это делается в электронном виде, через портал госуслуги, через приложение к врачу, и в поликлиническое звено попасть стало на самом деле гораздо проще. Через мессенджер Макс, подвязанный к госуслугам. Да, еще это уже есть вот совсем последнее нововведение. Плюс к этому нас ковид научил очень многому. Например, те же самые листки нетрудоспособности могут закрываться дистанционно, тоже, вот как вы упомянули, через цифровой мессенджер Макс. Плюс к этому у нас активно проводятся телемедицинские консультации, ведь вот очень часто встречаешь такое словосочетание «нам нужен врач, очень срочно» в отдаленные районы. А сейчас это возможность врача заменить телемедицинская технология, то есть человек, находясь перед камерой в своей центральной районной больнице, может получить специализированную консультацию благодаря тем центрам, которые созданы в республике, не выезжая из своего родного района. Особенно это важно в условиях нашего региона, где климат и географические условия, и транспортная доступность достаточно сложная. Плюс к этому новые виды и операций, и технологий. Если взять просто статистику за последние годы, то количество людей, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь непосредственно в Якутии, только увеличивается. Отток пациентов, которые хотят получить эту медицинскую помощь в федеральных центрах и в клиниках других регионов, снижается. И вот даже вот последнюю статистику 2025 года, которую мы видели, то на где-то 5% количество от 2024 года тоже идет снижение. А уже за 10 лет такой процент около 50. Ну, я думаю, коллеги еще дополнят и по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний. Гордиться есть чем, но это не значит, что надо останавливаться, надо двигаться только вперед, и у нас для этого все есть возможности. Спасибо, Иван Петрович. Есть что добавить? Я бы добавил, да. Коллеги, сегодняшняя медицина стала еще современной. Мы сегодня идем в ногу с миром по современной медицине. Если мы говорим непосредственно про нашу республику, вот благодаря национальным проектам множество медицинских организаций сейчас получили современное медицинское оборудование. Соответственно, это очень сильно усилило диагностику различных заболеваний. Если мы берем онкологию, вот по моему профилю, конечно, доступность для диагностики этой сложной патологии на сегодняшний день очень выросла. Раньше пациентам очень много приходилось просто для прохождения той же компьютерной томографии приезжать в город Якутск. Сейчас многие пациенты могут сделать у себя на местах. Но онкология вообще одна из тех сфер, где время часто играет решающую роль, да, и с введением онкоцентра. Вот мы теперь выявляем заболевания раньше, чем несколько лет назад. Можно так сказать? Ну, вообще, здесь стоит отметить, конечно, одним из важнейших событий это явилось открытие онкологического центра. Как вы сказали, 70 лет республика ждала этого. Наконец-то мы находимся в едином здании, где сфокусирована и диагностика, и лечение пациента. Пациенту не надо сейчас бегать между медучреждениями, проходить КТ здесь, лечение в одном здании. Сейчас он приходит первично к нам,
и все, и оседает в этом корпусе и проходит полностью и диагностику, и лечение. Конечно, диагностика ранее сегодня, этот показатель у нас довольно-таки на хорошем уровне находится. Если более конкретно сказать, допустим, по такой визуальной локализации, как рак молочной железы, мы вообще сегодня находимся на первом месте по Дальневосточному федеральному округу. Одни из лучших показателей. Это улучшает, во-первых, качество лечения пациентов и, самое главное, продолжительность жизни наших больных. Ну и здесь нужно отметить и медицинские организации по республике, которые сегодня, ну, во-первых, оснащены оборудованием, и появилась такая более усиленная настороженность к онкозаболеваниям у специалистов наших. То есть вовремя отправляют просто Да, на скрининг. как и так сами далее. врачи стали более онконасторожны, но и сами пациенты стали тоже онконасторожны. Это хорошая тенденция, потому что ранее, конечно, пациенты были менее информированы, как-то не следили за своим здоровьем. Сегодня контингент пациентов, которые участвуют в своем здоровье, следит за ним, гораздо больше стало. Но нужно просто еще раз говорить о том, что нужно вовремя проходить диспансеризацию, да, всем, потому что есть такая возможность, это все у нас бесплатно за счет ОМС, и кто позаботится о вашем здоровье, если не вы сами. Ну, Светлана Владимировна, вот больница номер 2, она получила высокую оценку на федеральном уровне. Что лично вы считаете главным достижением коллектива за последние годы? То, что у нас открылась новая поликлиника в 2025 году, это очень главное событие для нас. И оно как бы поменяло тоже кардинально оказание медицинской помощи. Поликлиника оснащена новым оборудованием, созданы комфортные рабочие места. Это вы про последнюю поликлинику говорите, которая в районе аэропорта, да? Да. Вот. И самое главное, мне кажется, то, что изменилось, это все-таки работа нашего коллектива, который, начиная с входной зоны, с учетом возможностей цифровизации, проектной логистики, маршруты простраиваются пациентов с учетом доступности, каких-то индивидуальных пожеланий наших пациентов. И наша основная задача – это оказание беспрерывной медицинской помощи как по профилактическим мероприятиям, так и по лечебным мероприятиям. Спасибо. Анна Ильинична, что вот насчет больницы номер 3? Говорят, ее приводят тоже в пример коллегам из других регионов. Но для достижения признания своих коллег не только в республике, но и за его пределами коллектив проделал огромный объем работы. Здесь вложен труд не только руководителей, да, здесь вложен в труд всего коллектива, это врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, которые вовлечены в лечебный процесс. И каждый сотрудник нашей поликлиники, нашей больницы понимает основную цель своей работы – это оказание своевременной и качественной, доступной первичной медико-санитарной помощи. Мы работаем в интересах каждого пациента, создавая им комфортные условия для пребывания и получения своевременной помощи. Спасибо, Кирилл Иванович. Ну, в части кардиососудистых заболеваний, да, в части вообще Национального центра медицины как флагмана нашего здравоохранения. Добрый день, коллеги, зрители. Действительно, сегодня Национальный центр медицины имени Михаила Ефимовича Николаева остается флагманом республиканской медицины. Кроме того, как в 2022 году площади Национального центра медицины приросли еще 16 тысяч квадратными метрами кардиососудистого центра. Сегодня идет системная работа в Национальном центре медицины по открытию, перепрофилированию современных направлений, востребованных направлений. Кроме кардиоцентра, хотел бы сегодня отметить, что Национальный центр медицины открыл и новое отделение хирургии и трансплантации органов ткани человека на базе хирургического отделения номер 1. Мы также работаем активно по экстракорпоральному оплодотворению, закуплено современное оборудование, что увеличивает доступность и эффективность этого метода лечения у пациентов. Также Национальный центр медицины является сегодня лидером по внедрению
системы менеджмента качества и безопасности медицинской деятельности. Мы являемся региональным центром компетенций, созданы рабочие группы, и мы сегодня опыт Национального центра медицины будет распространяться и в другие медицинские организации республики. Особое значение мы придаем, естественно, тем направлениям, которые до этого особо не были развиты в стенах Национального центра медицины. Например? Например? Вот, например, да. Это неврологическая часть, я хотел бы отметить, потому что сегодня в составе кардиососудистого центра, одного из крупных структурных подразделений Национального центра медицины, открыт региональный сосудистый центр в составе отделения кардиологии, как и ранее было, но сейчас неврология острых нарушений мозгового кровообращения. Кроме этого, этот раздел мы добавили открытием нового центра на функциональной основе. Это Центр мозга и нейрогенетики совместно с Федеральным институтом ФМБА. Это подразделение работает в сотрудничестве с вновь открытым отделением неврологии на 25 коек. И вот этот раздел работы очень высоко отмечен на ряде всероссийских конференций. Вот в этом году мы провели 4-ю конференцию по неврологии Центра мозга, да, и отмечают вот не только неврологи, но и реабилитологи России, что у нас сейчас в Национальном центре медицины вот как бы закольцован цикл лечения, профилактики, лечения и реабилитации мозговых инсультов и инфарктов миокарда. Открыты отделения реабилитации, ранней реабилитации в этом году. Позапрошлом году открыто отделение 2-го этапа медицинской реабилитации на 20 коек. Поэтому Национальный центр медицины, кроме того, как увеличил площади за предыдущие, по сравнению с 10-летней давности, но и серьезно произошли сдвиги и положительная тенденция, это отмечается, это как не тенденция, а уже закономерность, а именно в усилении и увеличении компетенций. Как со стороны врачей, да, и это все понимают пациенты. Я думаю, что с каждым годом снижается обращение граждан по разным вопросам оказания медицинской помощи. Поэтому вот за 10 лет Национальный центр медицины сделал очень огромный прорыв в развитии медицины в республике в целом. Спасибо. Давайте продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим о развитии республиканского здравоохранения в преддверии Дня медицинского работника. И вот перед тем, как уйти на перерыв, все присутствующие специалисты немножко сказали по своей отрасли, кроме Ивана Петровича. За всех ответить. Именно по офтальмологии, да, потому что республиканских офтальматологов тоже называют лучшими в стране. Вот когда вы поняли, что это перешло на другой уровень, и ваши специалисты ведь не только в Якутии работают, да, помогают людям в других регионах. И мобильные бригады, по-моему, постоянно офтальмологи участвуют. Вот, пожалуйста. Да, постараюсь дать, наверное, более широкий ответ. Значит, что касается лучшей стране. Но это не наша оценка в первую очередь, да, это оценка пациентов, которые к нам обращаются и отзывы пишут. Наверное, мы осознали, что мы можем выйти на более высокий уровень, наверное, лет 5 тому назад, потому что, поездив по стране, посмотрев, как оказывается медицинская помощь в других субъектах Российской Федерации, оценивая потенциал, который есть у наших специалистов, мы начали внутреннюю трансформацию оказания медицинской помощи в части доступности ее. Почему мы активно нарастили выезды в районы республики? Для того, чтобы ликвидировать очередность по удалению катаракты. И мы целенаправленно для этого стали закупать дополнительные единицы медицинского оборудования, которое позволяет как раз-таки выезжать в наши районы. И
параллельно формировать сразу две бригады. Если раньше она работала только одна, соответственно, в период ледостава, в период, когда у нас весенняя распутица, мы теряли время драгоценное, потому что у нас было окно возможности выезда в районы лишь только когда работают у нас зимники и переправы. Мы создали вот эти две полноценные бригады, оснастили оборудованием, и они работали параллельно, тем самым охватывая большее количество людей. И вот буквально, если мы начинали, возьмем 19 год, сравнительный до ковида, около 400 всего операций было на выезде, то сейчас мы уже подошли к цифре около 1500 в год. Это говорит о том, что востребованность есть. Вот даже сейчас, в данный момент, у нас коллеги работают в Ленском районе, переехав туда из Алекнинского района, и в Ленске ожидается 150 операций. Далее они отправятся в Мирный, где 190 ожидает человек получения медицинской помощи. Во-первых, это экономит ресурсы самих людей, это экономит ресурсы самого здравоохранения, потому что здравоохранение оплачивает проезд пациенту к месту лечения и обратно. И, соответственно, эти ресурсы можно направлять на другие задачи, которые стоят перед системой. Вот. Что касается высокотехнологичного медицинского оборудования, мы закупили сейчас все самое лучшее, что есть, в принципе, на российском рынке, общаясь с нашим национальным центром, который нас курирует, это Институт микрохирургии глаза имени Федорова. Коллеги нам всегда подсказывают. Иногда, вот последний аудит, который был, они приехали и сказали, у вас теперь есть даже то, чего у нас нет. Поэтому только развиваться, расти и двигаться дальше. Что касается других субъектов, то мы стараемся выезжать туда как раз-таки, когда у нас снижается поток пациентов, в период ледостава, и там как раз-таки проводим операции. И при этом, хочу отметить, мы же это делаем все в рамках ОМС того субъекта, куда мы выезжаем. То есть мы дополнительно привлекаем источник финансирования для развития офтальмологической помощи в республике, при этом принося пользу и в других регионах. Поэтому это такой синергетический эффект положительный и как для жителей республики, потому что мы здесь помощь развиваем, и для жителей соседних субъектов, потому что мы делимся опытом и помогаем людям на местах, включая Донецкую Народную Республику. Владимир Николаевич, онкологи ведь тоже активно выезжают в районы, да? С какой прежде всего целью? То есть прежде всего диагностика или это операции? И что больше всего вообще для врачей значит такой опыт? Что больше всего впечатляет? В первую очередь, конечно, это оказание консультативной помощи пациентам, специализированной, именно непосредственно специалиста-онколога. К сожалению, конечно, мы как офтальмологи не можем проводить оперативные вмешательства на базе медучреждений района, где находится пациент. Почему? Потому что операции, которые выполняются онкологическим пациентом, они очень обширные, большие, там требуется огромное количество специализированного оборудования, подготовленного персонала, и поэтому на лечение пациентов мы вызываем к себе. Второе – это помощь непосредственно самой медорганизации в части консультации специалистов, обучению, подготовки кадров. На сегодняшний день все онкологи республики в центрах амбулаторной помощи, они находятся как наши структурные подразделения. Раньше они принадлежали медицинским организациям, и было такое небольшое недопонимание, потому что специалист работал на медорганизацию, у них были свои планы, у нас были свои планы. Сейчас все онкологи – это онкологи онкологического диспансера. Это помогло нам, во-первых, повысить уровень качества оказания медпомощи. И второе, лечение пациента, который получает по месту жительства в своих районах, они получают теперь непосредственно от нас. Раньше они получали от медорганизации, были небольшие трудности, проблемы. Сейчас это проблемы практически полностью нивелированы, и доступность лекарственной терапии на месте сейчас на очень высоком уровне у нас. То есть, получается, пациента ведут сразу же... Да, пациент ведется нашим сотрудникам. Лечение получает с онкологического диспансера лекарственные препараты, снабжение идет от нас. Тем самым мы вот этот дефицит каких-то препаратов полностью сейчас убрали по районам. Светлана Владимировна, сегодня медицина меняется. Какие технологии или нововведения в последние годы облегчили работу врачей особенно?
хочется сказать, что в помощь к врачам, конечно же, пришла цифровизация, внедрение искусственного интеллекта и проектная логистика, которые существенно высвобождают временной ресурс врача. И у врача появляется возможность более проактивно вести работу, в том числе информационную работу с населением, и обеспечивает более качественное оказание медицинской помощи. У врача появилась возможность владеть оперативной информацией, например, по охвату профмероприятиями пациентов. Если раньше это приходилось делать, ну, можно сказать, в ручном варианте, какую-то сверку, обзвон, то с учетом цифровизации, конечно же, вот эти вот моменты очень сильно облегчают работу, ну, рабочие будни врачей. А вот насчет искусственного интеллекта, да, есть ли у вас ощущение, что пациенты сегодня стали другими? Они более информированные, более требовательные. Они уже прежде чем прийти к врачу посоветовались с чатом GPT, что он им посоветует. Да, мы видим такие моменты, что у пациентов, ну, можно сказать, у каждого в кармане смартфоны, да, и помощники, и подсказчики. Но, с одной стороны, имеются и отрицательные моменты. Например, повышается тревожность у пациентов, да, они же по некоторым вопросам некомпетентны, а читают информацию. Поэтому на сегодняшний день задача медицинских сотрудников заключается в том, чтобы повысить преемственность, уровень доверия пациентов и, конечно же, использовать вот эти вот искусственные интеллекты в помощь налаживанию, наверное, взаимодействия между пациентом и врачом. Ну, тут, наверное, главное нужно сказать, да, я вот не ошибусь, если скажу, что можно использовать искусственный интеллект, чтобы установить диагноз, но все равно должен как бы смотреть результаты врач. Конечно. Да, здесь еще вот добавить то, что хочется. Вот у нас же, мы же читаем тоже социальные сети, что пишут. Пишут, врач на нас не посмотрел, а только смотрел в компьютер, и врач все гуглит. Но это сейчас появились такие возможности, да, чтобы посмотреть все через справочники в электронном виде. А раньше это была большая советская медицинская энциклопедия. И там все смотрели, потому что знать все просто-напросто невозможно. Ни в одной профессии ты полностью все знать не будешь. И если вот те, кто это пишут, вспомнят, как у многих врачей были такие большие библиотеки в кабинетах, да, где вот такие вот фолианты стояли с тем, что сейчас есть просто в экране смартфона. А врачу это как подсказка. То же самое по дозе лекарственных препаратов и по каким-то диагностическим исследованиям. Поэтому это нормально, что врачи пользуются новыми современными технологиями. Это лишь только во благо. Ну, я тоже добавлю, вот по части того, что пациенты сейчас информированы лучше. На самом деле для лечебного процесса это неплохо, потому что когда пациент ориентирован в своем заболевании, он понимает, что происходит с его организмом, какое лечение ему планируется, как оно будет на него воздействовать. В итоге, если вот на опыте взять, то эффект от лечения у таких пациентов гораздо выше, он более дисциплинирован, он понимает, что с ним происходит, чем пациент, который вообще не осознает, что с ним происходит, что ему предполагается делать, какие исследования. И я думаю, что это наоборот плюс, то, что пациенты сейчас читают, смотрят, и в совокупности это повышает грамотность вообще самих пациентов к части своего здоровья. Ну, по крайней мере, они прочитали и обратились, да, куда-то. Я вот хотела еще про школу будущих матерей спросить у Анны Ильиничны. Это вот проект такой не совсем про лечение, а больше про профилактику, про заботу. Вот в чем важность таких инициатив? Вообще, как это работает все? Ну, это инициатива «Школа будущих матерей» и будущих родителей. Она направлена на формирование ответственного отношения к своему новому статусу, материнству и отцовству, да, и эта инициатива, она направлена на сохранение и укрепление семейных ценностей. На сегодня вот школы будущих родителей, они входят, они работают в рамках обязательного медицинского страхования, то есть
в этом заинтересовано государство. И Ну, то есть для такие людей это бесплатно, Да, получается? для детей это, для будущих родителей это бесплатно. И надо отметить, что такие школы проводятся во всех поликлиниках. Они проводятся не только врачами, акушер-гинекологами, проводят акушеры, принимают участие педиатры, социальные работники, психологи. Поэтому всем рекомендуем проходить такие школы. Давайте продолжим разговор после перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим о здравоохранении, поговорили о его немножко прошлом, о настоящем. Вот сейчас в третьем блоке предлагаю перейти к будущему. Вот у меня тут Кендул Иванович молчал. Кардиососудистый центр – это уникальный медицинский объект. Мы знаем об его успехах, да, и какие вот планы, скажем так, что, как вы видите в перспективе ближайшие, лет 5? Ну, я вот ко второму блоку хотел бы коротко добавить. Да. Только два момента по работе искусственного интеллекта в нашем национальном центре медицины. Только два аспекта. Во-первых, недавно мы открыли референс-центр лучевой диагностики для диагностики заболеваний по рентгенологии, КТ, МРТ для арктических улусов. И в этом референс-центре, да, очень активно используются элементы искусственного интеллекта. Это первое, да. А как используется? При постановке диагноза, при да, именно при описании вот этих рентгенограмм и изображений используется искусственный интеллект. Это здорово помогает доктору, врачу, да, и, естественно, врач, после обработки искусственного интеллекта все равно дает свое заключение, как бы в очном формате. Это обязательно сейчас требуется. И второй момент – это вот работа элементы искусственного интеллекта в работе дистанционного консультативного центра. Кардиососудистого центра. Здесь мы внедрили, кроме того, как давно уже с 2000-х годов используемые телемедицинские технологии, мы сейчас там используем именно расшифровку электрокардиограмм, суточных кардиограмм Холтера и так далее, с применением ИИ, да, как говорится, это теле-ЭКГ и передача данных по интернету. И очень важно, что мы являемся третьим экспертным мнением в расшифровке кардиограмм, которая происходит именно на борту, можно сказать, или санрейса, или станции машины скорой помощи при остром инфаркте миокарда. Когда каждая секунда на счету, да? На счету, и наши доктора, которые очень хорошо дружат с искусственным интеллектом, дают абсолютно каждую неделю, мы сейчас мониторируем, происходит около 300 до 500 обращений по электрокардиограмме именно только при острых состояниях. Вот это здорово помогает уже врачу на месте, который там на поле, да, принимать решения по лечению данного пациента. Что касается кардиососудистого центра, как вы сказали, да, мы в 2022 году, благодаря решениям президента страны, главы нашей республики, да, Арсения Сергеевича Николаева, и при большой помощи Министерства Дальнего Востока и Арктики Юрия Петровича Трутнева за буквально федеральные субсидии, которые сейчас очень трудно получить. В то время тоже было трудно, но нам удалось доказать, и Арсений Сергеевич добился выделения той субсидии, которая дальневосточная, которая помогла бы за 2,5 года практически построить под ключ очень высокотехнологичный современный кардиоцентр на территории Сибири и Дальнего Востока. Как бы сказать, основные моменты работы центра, они сопряжены со всеми подразделениями Национального центра медицины. Я хотел бы отметить, что в год через круглосуточные койки РБ номер 1 проходит 30 тысяч пациентов. Около 400 тысяч пациентов через поликлиническую службу.
А кардиоцентр, являясь одним из крупных новых структурных подразделений, в год лечит около 6,5-7 тысяч пациентов в круглосуточных койках. И, естественно, тоже около 8 тысяч через кардиодиспансер идет обслуживание в амбулаторно-поликлиническом режиме. В год мы выполняем по кардиоцентру уже более 2000 высокотехнологичных операций на сердце и на всех сосудах головного мозга, сердца и периферии. С каждым годом эти объемы у нас увеличиваются, возможности тоже расширяются. В прошлом году и в этом году, например, мы внедрили такие редкие, да, очень дорогостоящие операции, которые, вот, как Иван Петрович сказал раньше, только направлялись за пределы республики, в Москву, в Питер. Это имплантация аортального клапана эндоваскулярным способом при тяжелых пороках сердца. Также мы имплантируем уже третий год такие сложные кардиостимуляторы с функцией ресинхронизации при сложных ситуациях, когда сердце вообще не справляется со своей сократительно способной функцией. Дальше мы в этом году, вот буквально на днях, сделали экстренную пластику аорты при остром аортальном синдроме с использованием эндоваскулярных стентов. В плане расширения трансплантации по Национальному центру медицины в прошлом году мы сделали 15 трансплантаций, и в том числе и сердца, и печени, и почек. А в этом году нам выделено 20 квот, и вот тоже идет сейчас эта работа в планово, уже в новом Я чувствую, можно прямо отдельную программу посвящать уже Национальному центру медицины. Хочется других гостей тоже как-то услышать. Вот, Владимир Николаевич, каким вы видите развитие онкологической службы в Якутии на ближайшие там, лет 5-10? Ну, вообще, как у всех онкологов всего мира, у нас основные задачи это такие, как выявлять раньше онкологические заболевания на ранних стадиях. И второе – это сокращать смертность от этих заболеваний. Ну, первая задача раннее выявление – это, конечно, ранняя диагностика. В этом плане на сегодняшний день, я считаю, у республики все для этого есть. Единственное, нам нужно в первую очередь сами пациенты, чтобы более внимательно к себе относились и проходили, как вы уже сказали, диспансеризацию как положено, по срокам, по времени. А второе, для увеличения продолжительности жизни наших пациентов на сегодняшний день тоже очень много делается. На рынке и в республике вот у нас уже есть препараты такие очень редкие, которые при различных формах злокачественного образования очень сильно помогают пациенту продлить его жизнь даже на высоких стадиях заболевания, при 4-й стадии заболевания. Поэтому такой слоган сейчас как «рак не приговор», он все более такой действителен. И по продолжительности жизни пациентов с онкологическими заболеваниями у нас в республике, в принципе, неплохие перспективы. И я думаю, еще одной из главных задач – это сделать доступной помощь любому жителю республики, потому что все-таки мы все знаем эту нашу проблему с транспортной доступностью. И на самом деле это очень серьезная проблема. Очень много пациентов не приезжают просто в Якутск для оказания специализированной помощи, зная, что у них имеется это заболевание. Поэтому я надеюсь, что эту проблему мы решим, и каждый пациент, любой, независимо от территории проживания в республике, хоть на самом краю нашей республики, сможет беспрепятственно получить специализированную помощь. Да, тут вот развитие республики, оно, естественно, оно все увязано, да, и понятно, что Ленский мост ждут не только там транспортники, не только предприниматели, да, но и пациенты, и врачи. Иван Петрович, вот я слышала, что к 1935 году Якутия должна стать арктическим центром изучения глазных болезней народов Севера. Правильно слышали. Вот. Какие шаги нас сейчас приближают к этой цели? Что это вообще будет? Ну, во-первых, да, тезисно. В этом году мы планируем,
что у нас поставится модульное здание лаборатории. 27-28 год мы планируем там разместить лабораторное оборудование для генетического анализа и на предрасположенность к болезненным зрения и для выявления как раз той патологии, которая есть уже у человека, и подтверждения ее на генетическом уровне. Соответственно, мы идем к персонализированной медицине по лечению заболеваний органов зрения с учетом национальных особенностей, с учетом того, что у нас и проживает здесь представители коренных малочисленных народов Севера, которые тоже есть свои особенности по течению заболеваний органов зрения, поэтому будет достаточно интересно. Следующий момент. Мы останавливаемся по проекту «Сохраним зрение детям». У нас миопия – это проблема, близорукость будет развиваться с учетом того, что низкая физическая активность. Ну, то, что дети с рождения у нас гаджеты. Да, вот это мы получим как раз к 30-му, если не раньше году. Следующая проблема – это глаукома. Мы вот сейчас год объявили у себя глаукомой. Как раз здесь уже должна быть совместная работа и пациента, и врачей по борьбе с этим грозным заболеванием. И вот один из пилотных регионов, пилотных проектов, мы в этом году закупаем 5 щелевых ламп с видеотрансляцией и с возможностью дистанционного мониторинга пациента, особенно там, где нет врача-офтальмолога, то есть мы поставим их туда, фельдшера обучим, фельдшер посадит правильно, будет управлять пациентом, а врач в ЕРКБ, нашей офтальмологической больницы, будет все видеть и давать советы по дальнейшей тактике ведения пациента. Вот это как раз-таки совсем необозримое будущее, обозримое, наоборот, будущее. Это вот мы буквально в следующем году увидим. Ага. Но сегодня вообще медицина развивается очень быстро. Вот что, на ваш взгляд, будет определять успех здравоохранения в ближайшие годы? Технологии, оборудование, новые методы лечения, какие-то научные прорывы или все-таки люди? Светлана Владимировна. Ну, безусловно, технологии, оборудование – это является основным инструментом для оказания специализированной медицинской помощи, да? Но в то же время они без людей мало чего значат, да? Поэтому здесь в совокупности важно и первое, и второе. И хочется сказать, что наши сотрудники, медицинские работники находятся в постоянном обучении для того, чтобы исполнять свою основную миссию. Вот то, что касается Якутской городской больницы номер 2. Наша миссия – это пациентоориентированный подход с оказанием доступной, непрерывной, безопасной и качественной медицинской помощи. Мне кажется, это может быть миссия вообще любой больницы, и номер 3, и онкологического центра, и кардиоцентра, и медцентра. Да, абсолютно верно, потому что у нас одна задача. Мы работаем с людьми, работаем с пациентами, с нашими. И за последнее время, вот то, что, наверное, мы в первом блоке обсуждали, то, что меняется в здравоохранении, это, конечно же, меняется подход. Мы учитываем и индивидуальные потребности наших пациентов, учитываем и удобное время посещения медицинского учреждения. И все это, конечно же, сказывается на удовлетворенности наших пациентов. Ну и основной задачей остается то, чтобы мы, медики, оказали медицинскую помощь вовремя, то есть тогда, когда еще есть время профилактировать заболевание, а если уже имеется заболевание, чтобы у нас был шанс, возможность профилактировать осложнения. Ну что ж, я вас всех поздравляю с наступающим Днем медицинского работника, с профессиональным вашим праздником. Каким бы современным ни становилось оборудование, какими бы передовыми не были технологии, главной ценностью медицины остается, конечно, профессионализм, неравнодушие и преданность своему делу. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням 19:15. Расскажем обо всем в деталях.